Глава Коми ответил на важные, самые часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации, которые поступают на горячую линию Минсоцтруда Республики. Первый блок о денежном довольстве резервистов в период боевого слаживания. Людей волнуют размеры, сроки выплаты. Глава напомнил, сумма в сутки от 2 до 4,5 тысяч рублей. Размер денежного довольствия зависит от выслуги лет, северного коэффициента, должностных окладов и окладов по воинскому званию. Выплаты производятся каждый месяц с 10 по 20 число. Второй блок вопросов касается региональной выплаты в 100 тысяч рублей. Распоряжение правительства Коми подписано 10 октября. Выплата в 100 тысяч рублей будет предоставляться всем жителям республики, призванным по частичной мобилизации и добровольцам. Это касается и тех, кто уже был направлен на службу до принятия данного постановления. И тех, кто отправляется на слаживание уже в 10 и после 10 октября. Выплаты будут также предоставляться и тем бойцам, кому мобилизация и отправка предстоит еще впереди. Как будут происходить выплаты? Выплаты будут предоставлять центры социальной защиты населения, при этом никаких заявлений писать не нужно. Средства будут перечисляться на основании реестров, подготовленных военкоматами. Порядок максимально упрощен. Деньги поступят на банковские счета, которые призванные по мобилизации предоставили военкоматы. Более 300 человек получат деньги к концу этой недели, а остальные до конца следующей. Если вдруг будут сбои и деньги не поступят в указанные сроки, родственникам необходимо обратиться в Центр соцзащиты по месту жительства или позвонить на горячую линию регионального Минсоцтруда и сообщить об этом. Номер горячей линии на ваших экранах. Много вопросов поступает и об экипировке, когда именно призванные по мобилизации из Коми получат обмундирование. Как отметил Владимир Уйба, накануне первая партия поступила в представительство республики в Северо-Западном округе. Сегодня амуниция будет укомплектована для дальнейшей передачи бойцам. Они сейчас как раз проходят боевое слаживание в воинских частях под Санкт-Петербургом. Я лично приеду 14-го, встречусь с нашими бойцами. Эти комплекты прослежу, чтобы они все получили, с ними переговорю, ну и также проверю, как наши ребята уже заканчивают подготовку. Еще раз уточняю, что мы не дублируем те предметы, которые воинского обмундирования, которые поставляют воинская часть, но по согласованию с воинской частью в этот комплект входит утепленная куртка, утепленные брюки, утепленный жилет, ботинки берцы для низких температур, балаклавы, перчатки, рукавицы утепленные, армейский рюкзак, спальный мешок, теплоизоляционный коврик. Вот этот набор, который мы согласовали с воинской частью, который необходим для того, чтобы наши бойцы были полностью экипированы. Такие же комплекты обмундирования будут направлены и в Мурманск. Там также проходит подготовку часть наших бойцов.